Я хотела бы на протокол огласить свою позицию по поводу, прям с занесением в протокол, по поводу неоднократных посягательств на мое право открытого и гласного судебного разбирательства. О чем я в данном случае? Я хочу зачитать Конституционный закон о судебной власти, статья 31, пункт 4. Участники судебного процесса и другие лица, присутствующие на открытом судебном заседании, могут использовать аудиотехнические средства. Фото-видеофиксация только с разрешения суда. Это на тот случай, мы уже неоднократно обсуждаем один и тот же вопрос, вернее, последних два заседания, у нас очень большие... Это вы кто? Извините, пожалуйста. А ГТРК, письмо, прошу прощения. Ну, мы же должны были бы мне заранее это сказать. А как вы приходите, извините, пожалуйста, вы приходите... Вчера надо было отправлять. Нет, надо было дать разрешение, просим вас допустить, у нас процесс идет. Давайте мы перерыв объявим, потом дальше будем. Так, судебное заседание по исковому заявлению Ашба Нисва Дарисманов, Службы государственной безопасности Республики Абхазия, защите чести и достоинства деловой репутации, компенсации морального вреда считается продолженным. В суд города Сухум поступило заявление о том, что с просьбой допустить 10 февраля 2026 года съемочную группу АГТРК на судебное заседание по иску между НПО и правительственными организациями КСГБ Республики Абхазия. Его генерального директора Авицкого. Я хотела бы огласить свою позицию. Ваша честь, можно реплику? Ваша честь, не нарушая права иных лиц, я прошу, наше пространство, где мы сидим, оно должно быть, у нас должны спросить, во-первых. Мы хотим, чтобы здесь лежало, у них куча этих записывающих устройств, они их положили везде, где они считают нужным. Ваша честь, прошу определить их пространство, они сидят там, пусть положат записывающее устройство высокой степенью записывания звука. Это, я считаю, что нарушение наших прав. Мы не хотели бы здесь, мы свои здесь кладем. Вы заявляете ходатайство? Да, мы заявляем ходатайство о том, чтобы сторона держала все свои записывающие устройства на своем столе, а не на нашем. Может, она бумаги тоже свои сюда положит? Мы просим учесть наше право по поводу того, что мы имеем право высказаться по поводу того, что мы против того, чтобы записывающее устройство лежало, чужое устройство лежало на нашем столе. Нет, вы Путчик желает, пожалуйста, я переставлю его сюда. Мое мнение... Это, при чем тут это? Вы что, издеваетесь, что ли? Да. Сейчас, секундочку. Они не имеют значения? Значит, Подождите, представитель, вы поддерживаете? Да, конечно, Записывающее средство на прошлом судебном процессе лежало на каждом столе. Сегодня у меня одно записывающее аудиосредство, оно лежит у меня на столе. Я так понимаю, что сторона СГБ не очень в курсе, но эти штучки, как их назвали, записывающие высокочувствительные, принадлежат журналисту и камере, которая суд в самом начале дал разрешение на проведение видеосъемки. И ко мне эти высокочувствительные аппараты не имеют никакого отношения. Так что, уважаемый суд, ну хотя бы вы разберитесь, ладно, они не понимают, о чем говорят. Ну тогда мы уточним наше ходатайство, пожалуйста, пусть журналист, если он приходит записывать, у него есть эти средства, вот АГТРК у себя где что должны поставить. Пусть она делает у себя и записывает. Это не значит, что она должна класть на глаз. Сейчас поставим, с уточняющей позиции, я даже не знаю, что Ваша говорить. Я поддерживаю свободу деятельности. Свободу деятельности. Даете сумасшедшим, Ваши комментарии оставьте при себе. я вашего мнения еще Так, раз не секундочку, спрашиваю. секундочку, мисс Дарисмат, секундочку, Нет, секундочку, я объявлю перерыв, если будет перепалка на Делайте процессе, замечание пожалуйста. всем тогда, а Всем не только делаем. Нисфу Дарисмановну Мы, вспоминаете. Нисфа Дарисмановна, Вы пожалуйста. даже уже туда, когда смотрите, просто Нисфу Дарисмановну говорите, поэтому Фрида Аркадьевна, что?
Так, Все. суд, совещаясь на месте, определил удовлетворить данное ходатайство. Фрида Аркадьевна, убрали с вашего стола. Это не убрано с нашего стола. Ну, а куда? Да, удовлетворили и убрали. Ну, пусть берет, к себе возьмет. Она же там сидит, ее место там, не здесь. Пусть тогда сядет вот здесь на краешек стола и сидит вместе, там. Садитесь, если поместите. Но здесь наш стол, не ваш. Не надо два места занимать. Давайте, Фрида Аркадьевна, Держите его у себя. Фрида Аркадьевна, суд удовлетворил данное ходатайство, и судебное заседание считается продолженным. Она убрала со стола и положила, будем так говорить, ну, на стол. Она может и... Спасибо. Полегчало? Ага, полегчало. Так, Да, еще лучше полегчало, если вы у себя его там. так, все. Давайте продолжим судебное заседание. Я хотела бы огласить свою позицию с занесением в протокол. Уже четвертый раз. Третий пока. Да. О неоднократных посягательствах на мое право открытого и гласного судебного разбирательства. О чем я говорю? Я хотела бы зачитать значит, статью 31 Конституционного закона о судебной власти, а именно пункт 4. Участники судебного процесса и другие лица, присутствующие на открытом судебном заседании, могут использовать аудиотехнические средства. Фотосъемка судебного заседания, видеозапись на усмотрение суда. Это я к тому, что значит, уже мы на протяжении 2 последних судебных заседаний очень долго и довольно шумно, и в некотором, наверное, смысле и обидно обсуждали вопрос наличия диктофона, записывающего данное судебное заседание. Это мое право, закрепленное конституционным законом. Я бы просила впредь суд не препятствовать мне в проведении аудиозаписи данного судебного, не только этого, а вообще судебного своего процесса. Это что касается моей позиции на протокол. Теперь перейду к ходатайству, если позволите. Ниса Дарисмановна, подождите секунду, садитесь. Это вы сейчас то, что вы нам оглашали, это было что? Это моя позиция по поводу проведения аудиозаписи судебного заседания. Ну, вам никто не препятствовал, у вас всегда У нас аудиозапись были была. какие-то недопонимания, чтобы их снять, я свою позицию прямо на протокол, чтобы не было каких-то инсинуаций Так, по этому что вопросу. А нашу позицию можно вашу Да, честь да, высказать? Это моя позиция. поэтому Секунду, конечно, да. Вы, как обычно, Так, секундочку, пожалуйста, Фрида Аркадьевна. Ваша честь, на протяжении всего судебного заседания ни одно из прав в плане освещения и использования средств мы не заметили. Все время вы использовали эти средства. Вы сейчас вот эту свою позицию оглашаете для чего? Для того, чтобы озвучить его для прессы? Ну это просто возмутительно. Постоянно на наших столах лежат ваши записывающие устройства, и мы еще ни разу не видели, чтобы кто-то вам запретил этим пользоваться. Я почему эту позицию выражаю? Потому что если эта позиция будет принята судом, то получается, что решения, которые будут приниматься судом, они незаконны. Но это неправда. Это не соответствует действительности. Это невыгодно и вам, и нам, между прочим. Я в рамках закона, ваше мнение меня интересует. Я поясню свою позицию суда. Значит, согласно статье 156, это порядок в судебном заседании, что надлежащий порядок в судебном заседании, я хочу зачитать сторонам, не должны мешать действиям граждан, присутствующих в зале судебного заседания, осуществляющих разрешение судом, фотосъемку и видеозапись, трансляцию судебного заседания и телевидению в сети интернет. Эти действия, хочу подчеркнуть, должны осуществляться на указанных судом местах в зале заседания и с участием мнения лиц, участвующих в деле, могут быть ограничены судом во времени. Под протокол запишите, пожалуйста.
Продолжим судебное заседание. Суд города... Секундочку, садитесь, пожалуйста. Сухумский городской суд. Суд. Ответчик служба государственной безопасности Республики Абхазия, представитель по доверенности Живани Аполлон Васильевич, адвокат Лазба Фрида Аркадьевна, истец Аршба Нисфа Рисманов, представитель по доверенности Шинкал Жанна Аркадьевна. Поступило ходатайство в силу статьи 33 Гражданского процессуального кодекса Республики Абхазия. На 5 минут объявим перерыв. Очки принеси мне, пожалуйста. Не могу. Ходатайство в силу статьи 33 Гражданского процессуального кодекса Республики Абхазия. В производстве Сухумского городского суда находится гражданское дело по иску Аршба Нисфы Дарисмановны к службе государственной безопасности Республики Абхазия о защите чести, достоинства, деловой репутации, компенсации морального вреда на стадии судебного разбирательства. В исковом заявлении указана цена в размере 5 миллионов рублей. Истец утверждает, что сведения, содержащие в информационном сообщении, опубликованном 16 августа 2024 года на официальном сайте Службы государственной безопасности Республики Абхазия в разделе «Новости и информация» не соответствуют действительности и, более того, наносят порочащий характер, нарушают ее конституционные права как гражданки Республики Абхазия и посягают на нее нематериальные блага. Служба государственной безопасности Республики Абхазия считает исковое заявление Аршба Нисфы Дарисмановны незаконным, необоснованным, не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. Гражданское процессуальное право Республики Абхазия – это правила и процедура, которые определяют, как должны реализовываться и защищаться права, установленные материальным правом, Гражданским кодексом Республики Абхазия. Заинтересованность лица в судебной защите при обращении в суд будет в том случае, оно считает, что его честь, достоинство, деловая репутация неправомерно опорочены. При этом заинтересованное лицо истец может заблуждаться относительно наличия у него субъективного материального права, подлежащего защите. Ответ на этот вопрос может быть дан лишь при разрешении дела по существу. Обстоятельства в силу статьи 152 Гражданского кодекса Республики Абхазия, имеющими значение для дела, которые должны быть определены судом при судебном разбирательстве, являются: факт распространения ответчиком сведений об истице, порочащий характер этих сведений, соответствие действительности распространенных порочащих сведений. При отсутствии хотя бы одного из указанных выше обстоятельств исковое заявление не может быть удовлетворено судом. Лицо, распространившее те или иные сведения, освобождаются от ответственности, если докажет, что сведения в целом соответствуют действительности. При этом не требуется доказать соответствие действительности каждого отдельного взятого слова или фразы в оспариваемом высказывании. Ответчик обязан доказывать соответствие действительности оспариваемых высказываний с учетом буквального значения слов в тексте. Установление того, какие утверждения являются ключевыми, осуществляется судом при оценке сведений в целом. Для рассмотрения заявленных требований лицо, обратившееся в суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации, обязано в силу статьи 66 и статьи 172 Гражданского процессуального кодекса дать развернутое объяснение по существу заявленных исковых требований и пояснить в ходе судебного заседания, какие слова из текста сообщения на сайте СГБ Республики Абхазия, опубликованные 16 августа 2024 года на официальном сайте Службы государственной безопасности Республики Абхазия в разделе «Новости и информация» порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. Объяснения сторон и третьих лиц являются одним из средств доказывания, допускаемых законом, поскольку они содержат информацию об искомых фактах. Каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается. В обосновании своих требований санкций за уклонение от дачи объяснений объясняется судом неблагоприятное для стороны решение. Несмотря на неоднократные попытки представителей ответчика, а также в нарушении пункта 6 части 1 части 8 статьи 33 Гражданского процессуального кодекса Республики Абхазия, в ходе судебного заседания услышать устное объяснение истца и его представителя по существу спора не представилось возможным.
и истец и его представитель ссылаются на требования, изложенные письменно в исковом заявлении, не подают письменные объяснения и препятствуют выяснению того, какие сведения в сообщении СГБ Республики Абхазия на сайте 16 августа 2024 года не соответствуют действительности, а также не обосновывают сумму, заявленную в качестве возмещения морального ущерба. Фактически, истец и его представители не представляют доказательств заявленных исковых требований. Таким образом, по существу судебное разбирательство не подошло к рассмотрению заявленных требований. Остается невыясненным вопрос, какие сведения опорочили честь, достоинство, деловую репутацию ИСА, что лишает суд возможности оценить представленные истцом доказательства. Представители ответчиков в сложившейся ситуации лишены возможности выстроить свою защиту, поскольку по вине истца и его представителя не установлено, какие сведения ему необходимо представить как соответствующие действительности и какие доказательства нужно привести ответчику для защиты избранной позиции. Часть 1 статьи 4 Закона Республики Абхазия от 12.08.2004 о средствах массовой информации в Республике Абхазия накладывает запрет на использование средствами массовой информации на разглашение сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. В соответствии с пунктом 60 перечня сведений, составляющих государственную тайну, утвержденный указом президента Республики Абхазия от 22 декабря 2017 года, сведения, раскрывающие принадлежность конкретных лиц к кадровому составу подразделений, непосредственно осуществляющих борьбу с организованной преступностью, коррупцией, специально-оперативными подразделениями, отнесены к гостайне. Истец отказался давать объяснения по поводу публикации от 12 августа 2024 года в интернет-ресурсе Аяшара в СГБ «Переполох», именно назвать источник, передавший информацию о кадровых перестановках в СГБ Республики Абхазия. Так, в соответствии с частью 2 статьи 38 Закона Республики Абхазия от 12.08.24 номером 927 о средствах массовой информации в Республике Абхазия, редакция 02.03.17 года, редакция обязана сохранять в тайне источники информации и не вправе называть лицо, предоставившее сведения, условиям неразглашения его имени, за исключением случая, когда соответствующие требования поступило от суда в связи с находящим в его производстве делом. Считаем, отказ истца в ходе судебного процесса назвать источник информации является нарушением закона и налицо факт удержания истцом доказательств, которые имеют существенное значение для правильного разрешения заявленных требований, что в соответствии с частью 7 статьи 33 Гражданского процессуального кодекса Республики Абхазия означает противодействие правильному и своевременному рассмотрению, разрешению дела, а также злоупотребление процессуальными правами со стороны истца. В соответствии со статьей 66 Гражданского процессуального кодекса объяснения сторон об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, подлежат проверке и оценке суда. В случае, если сторона обязана доказывать свои требования или возражения, удерживает и не сообщает их суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснением другой стороны. В соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса Республики Абхазия не допускается злоупотребление правом исключительно с целью нанести вред другим участникам гражданского процесса. Отказ истца в предоставлении доказательств дачи объяснений по существу заявленных им требований нарушает принцип добросовестности и разумности в гражданском процессе. В связи с изложенным в соответствии со статьей 2, статьей 12, статьи 33, 66, 172 Гражданско-процессуального кодекса, части 2 статьи 38 Закона Республики Абхазия о средствах массовой информации Республики Абхазия просим суд обязать истца дать объяснение, какие именно сведения носят порочащий характер по отношению к Ашбани Свидарисма. Публикация 16 августа на официальном сайте Службы государственной безопасности Республики Абхазия в разделе «Новости и информация». Доказать факт нанесения ущерба ее чести, достоинству деловой репутации
и обосновать сумму, заявленную в качестве возмещения морального ущерба, назвать источники информации или лицо, предоставившее сведения, содержащие в публикации от 12 августа 2024 года в интернет-ресурсе Аяшара в СГБ Абхазии «Переполох». Адвокат Лазва, представитель Жвани. Вы хотите что-нибудь добавить, пожалуйста, по данному ходатайству? Ваша честь. Выступает представитель, адвокат данного ходатайства, подписывает Я хочу Лазва. еще раз обратить внимание суда на то, что исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации и возмещении морального вреда подала истица Несашева. Да. При этом она не предоставила никаких доказательств по поводу тех обстоятельств, на которые она ссылается. В соответствии со статьей 152 ГК РА, именно истец должна доказать факт распространения информации. Именно истец должна доказать, что эти сведения, которые были распространены или опубликованы в искомой статье оспариваемой, что они носят порочащий характер. Ни одно доказательство на протяжении всего судебного заседания истица не предоставляла. Хочу обратить внимание суда на статью 58. Заявляя свои ходатайства о вызове свидетелей, которые она делает, в котором ей было отказано, хочу обратить внимание, что свидетель – это лицо, она постоянно просит вызывать каких-то свидетелей, не предоставляя ни одного доказательства, что слова, которые там содержатся в этом, носят порочный характер. Я просто хочу обратить внимание суда о том, что она не предоставляет, а предоставляет доказательства, которую такую информацию по своей сути дать не могут. Почему? Показания свидетеля является сообщением суду в устной форме об известных ему фактических обстоятельствах. В то время, как свидетель, исходя из статьи 67, может дать только сведения о фактических обстоятельствах. В соответствии с статьей 58 о допустимости доказательств, обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами. То есть никакой свидетель не может объяснить или показать суду, что слова, на которых она еще не сказала, носят порочащий характер. Я хочу на это обратить внимание суда, что она не предоставляет, хотя именно она подавала иск, и она прежде всего должна была доказать, что сведения, которые содержатся в этой публикации, носят порочащий характер. Она своим правом злоупотребляет потому, что на протяжении уже с июня месяца, я с августа месяца участвую в этом процессе, она доказательств тех доказательств, которые требует статья 152, ею представлено не было, и она не собирается до сих пор это делать. Спасибо вам. Пожалуйста. Уважаемый суд, в дополнение к сказанному нашим адвокатам, хочу напомнить, в рамках закрытого процесса наш свидетель, свидетеля, который обосновывал абзац 1 сваливаемой публикации службы государственной безопасности, где содержится следующее предложение. Служба государственной безопасности Республики Абхазия информирует, что содержание публикации 12 августа 2024 года в интернет-ресурсе Яшера не соответствует действительности. То есть нашей публикации предшествовала публикация в информационном агентстве Яшера, в СКБ Абхазии «Переполох», где были определенные кадровые изменения. Где содержалась информация определенных кадровых изменений службы государственной безопасности, которые не соответствуют действительности. В рамках закрытого процесса наш свидетель, работник кадрового подразделения, на тот момент дал показания, что в данной публикации содержатся сведения, которые не соответствуют действительности.
Соответственно, в соответствии с законом о СМИ, мы просим, чтобы уважаемая мисс Фадарисманова предоставила информацию о тех источниках, в соответствии с которым она опубликовала информационное сообщение у себя на сайте, чтобы мы пришли к истине, понимали, возможно, правда на ее стороне. И в рамках, соответственно, как того требует закон, в рамках судебного процесса суд может потребовать, чтобы она назвала свои источники. Вот это одно из предложений. Слово предоставляется представителю ИСА. Пожалуйста. Так, зачитаю выдержку из вашего же ходатайства. Вы перечисляете, что в силу статьи 152 необходимо 3 факта. Факт распространения ответчиком сведений, то есть это наша оспариваемая публикация, порочащий характер этих сведений и соответствие действительности распространенных порочащих сведений. Тут же ниже по тексту написано: при отсутствии хотя бы одного из указанных выше обстоятельств исковое заявление не может быть удовлетворено судом. Мы не против, это закон, но, уважаемый ответчик, наличие всех 3 фактов при подаче данного иска присутствует. В какой стадии, в каком расположении мы будем их предъявлять, это наша тактика защиты. О том, что суд может удовлетворить или не может удовлетворить, это будет уже сам суд принимать решение. Но при этом мы не против говорить о порочащих сведениях, тыкать конкретно в какие-то фразы, тексты и значения, но давайте обратимся опять же к вашему ходатайству, где вы четко сами прописываете, черным по белому, что ответчик обязан доказывать соответствие действительности оспариваемых высказываний с учетом буквального значения слов в тексте. Мы до сих пор никакого доказательства соответствия действительности буквального значения всего информационного сообщения мы не увидели. Дальше. И после того, еще раз повторяюсь, и после того, как только вы докажете каждое слово в буквальном его значении в вашем информационном сообщении, после этого мы вам скажем, что именно нас порочит, что именно нас не устраивает. Дальше здесь по вашему же тексту вы ссылаетесь на пункт 6, часть 1, часть 8 статьи 33, услышать устные объяснения истца и его представителя по существу спора не представилось возможности. Помню, когда мы открывали судебное заседание по существу, у нас на это ушло даже 2 заседания подряд, что истец, что представитель, что вы, сторона ответчика, очень долго давали объяснения. Поэтому ссылаться на данную норму закона не совсем корректно, потому что мы данное обязательство перед судом исполним. Теперь переходим дальше опять по вашему ходатайству. Естественно, тут опять же зачитаю. Представители ответчика в сложившейся ситуации лишены возможности выстроить свою защиту, поскольку в вине истца и его представителя не установлено, какие сведения необходимо представить как соответствующие действительности. Отвечает: все сведения. Все сведения, касаемые информационного сообщения, каждого его слова, каждого его факта. Так будет проще вам выстроить тактику защиты. Дальше вы ссылаетесь на то, что истец отказался давать объяснения по поводу публикации от 12 августа. Представитель СГБ коснулся этой темы, сказав о том, что был представлен суду свидетель в закрытом режиме, который подтвердил первый абзац и так далее. Хорошо. Если вы считаете, что вы этот момент как-то объяснили суду, оставим это для дальнейшего судебного разбирательства. Но, еще раз, из ряда в ряд, из заседания в заседание, повторяемся, предметом данного судебного разбирательства не является публикация 12 августа. Для этого у вас есть свое судебное конституционное право, которым вы можете воспользоваться и подать и оспорить, если вы с ней не согласны. Предметом данного судебного разбирательства является ваше информационное сообщение от 16 августа.
Дальше, теперь, налицо факт удержания истцом доказательств, которые имеют существенное значение для правильного разрешения заявленных требований. Громко высказано. Теперь касаемо вашей просительной части. Значит, первым пунктом вы просите дать объяснение, какие именно сведения носят порочащий характер. И второй пункт вашей просительной части – доказать факт нанесения ущерба ее чести, достоинству и деловой репутации. Давайте отвечу так. Очень часто адвокат службы госбезопасности, когда наступают некоторые неудобные моменты в судебном разбирательстве, активно пользуется дежурной фразой «это тактика защиты». Поэтому давать объяснения, доказывать, где нас это порочит, как нас это оскорбляет, когда именно давать эти объяснения, предоставлять доказательства, это все предмет всего судебного разбирательства. В каком порядке мы его будем предоставлять, когда именно мы это будем заявлять, это наше право, это наша тактика защиты. Слово предоставляется истице Аш Банисию Дарисмановне. Мне, конечно, понравилось ходатайство, полностью, но больше всего мне понравилась программа «Суд». Я все-таки к вам не буду, к стороне, к вам хотела бы обратиться с этой своей позиции, если можно, да? Значит, ходатайство, честно говоря, я так много по диагонали прочла, мне больше была интересна позиция, которую помимо написанного текста озвучат представитель СГП и начальник правового отдела СГП. И совершенно потрясающие вещи прозвучали о том, что у нас в закрытом режиме был свидетель, который подтвердил первый абзац. Ну, во-первых, не подтвердил, потому что поплыл, помню, не знаю и так далее. Ну, ладно, это мы обсудим потом. Почему-то сторона СГБ на протяжении всех этих нескольких месяцев как в рот воды набрала по поводу того, что у нас в закрытом судебном заседании было должностное лицо, которое возглавляло службу в обозначенный период и которое открыто на протокол сказал о том, что НИСФА Ашба не обращалась в СГБ, соответственно, НИСФА Ашба не могла получить никакой обоснованный отказ. Почему для меня это принципиально? Я понимаю, что вы стараетесь забыть об этом свидетеле. Кстати, я его и там поблагодарила, и еще раз благодарю за то, что он сказал правду. Потому что вся публикация от 16 августа, которая, слава богу, все еще висит, несмотря на видоизменения, на сайте Службы государственной безопасности, значит, построена на том, что НИСФА Ашба просила пропуск. Мы ей не дали, вручили ей обоснованный отказ, и она такая нехорошая, обиделась, опорочила службу, в которой достойно несут службу тысячи или сотни, значит, военнослужащих. И вот такая НИСФА Ашба нехорошая, что она все это время, все, что она делает, это в интересах Грузии. Я, конечно, очень извиняюсь, но за все время... Напомню, я подала иск 7 апреля. Скоро год. Мы ни разу, кроме 2 свидетелей, один из которых говорил «помню, не помню», свидетель, который не мог назвать фамилии, имена должностных лиц, ради которых его позвали на судебное заседание, который не мог вспомнить их звания, не мог сказать должность, на которой они работали. И второй свидетель, который очень четко, я, кстати, была крайне удивлена, потому что это не мой был свидетель, это был свидетель, заявленный самой службой госбезопасности. Давайте по существу, по ходатайству. Да, и мы очень удачно как-то скрываем, тут говорим, тут не говорим. Значит, мне понравилась часть вот здесь про, значит, доказательства, которые, значит, я удерживаю и которые имеют существенное значение по делу. Я понимаю, что службе госбезопасности, уважаемый суд, я понимаю, что службе госбезопасности очень хочется предполагать,
Но мне было просто интересно, у них есть подтверждение тому, что у меня такие доказательства имеются, и я их целенаправленно не предъявляю в суд. Что и как предъявить, в том числе документы из Российской Федерации, в которых публикация службы государственной безопасности является первым и главным пунктом в обосновании меня иностранным агентом на территории Российской Федерации, это все будет соответствующе представлено в суд. Но я бы хотела, чтобы вот в такого рода документах такая серьезная служба, которая вот так честь мундира отстаивает здесь, хотя бы немного, ну, либо к юриспруденции, либо Никита Арисмановна, пожалуйста, не оскорбляй. Я не оскорбляю, пожалуйста, я озвучиваю. Да. Против удовлетворения что данного касается ходатайства. источника, Да. ну тут просто несколько пунктов, Да, что поэтому, требуют да, меня как бы призвать к ответу, да. Что касается источника, уважаемый суд, на протяжении долгого времени вы раз за разом отказываете мне в вызове в суд должностных лиц СГБ, непосредственных участников. Я это в обосновании каждого ходатайства писала вслух, произносила, у нас есть, слава богу, протокол. Если в нем не все отражено, у нас все-таки есть аудиозаписи данных судебных заседаний, да, я каждый раз из раза в раз говорю, что они являлись непосредственными участниками, хотя предметом иска не является моя публикация от 12 августа, которая так сильно задела службу госбезопасности. Тем не менее, раз мы все время к ней возвращаемся, и служба госбезопасности так хочет в судебном порядке узнать детали этого, хотя я не знаю, представитель СГБ в курсе или нет, но начальник правового отдела СГБ, работающий там много лет, не мог об этом не знать, но его вызвать в суд в качестве свидетеля я не могу, поэтому я хотела, чтобы должностные лица службы госбезопасности рассказали об этих обстоятельствах. И во время их допроса я готова представить суду документальные и аудио-видео подтверждения. Если в случае, ну, спустя время, знаете, кто-то должность занял, кто-то уволился, уж не знаю, как там происходит, если вдруг у них случится амнезия или они забудут какой-то конкретный момент событий, которые происходили в августе 2024 года. Что касается ходатайства, сразу могу сказать, что ну, тут даже без моего мнения суд прекрасно понимает, что такого ходатайства нужно отказать, хотя, вы знаете, я не удивлюсь, если будет иное решение. В последнее время... Есть в качестве реплики, пожалуйста. Ваша честь, налицо совершенное передергивание вообще всего фактологического материала и последовательности доказывания. Законом твердо указано, что истец, подавший иск, должен доказать два обстоятельства. Это, значит, сведения порочат, вернее, первое, факт распространения, это лежит на истце, потому что истец должен доказать, что ответчик распространил, не ответчик же должен доказывать, что он распространил недостоверно. Истец должен доказать, что распространена недостоверность, вернее, факт распространения вообще информации. И второе, именно истец должен доказать, потому что он подавал иск. Иск это просто текст. Он должен доказательства представить. Именно он это должен изначально делать. Он должен доказать, что эти сведения носят порочащий характер. А потом уже ответчик должен доказать достоверность той информации, которая там содержится. Мы, как считает ответчик, естественно, нас это не интересует, нас интересует, как в своем решении оценить доказательства, которые мы представили. Мы сказали, что мы свои доказательства представили. Мы факт распространения даже не оспариваем, мы эту публикацию распространили, и мы доказали фактологическими документами, теми средствами, которые необходимо доказывать факт достоверности информации. Мы предоставили документальные источники, мы предоставили свидетельства соответствующих лиц, которые на самом деле
владеют информацией и из первоисточника, а не из, так сказать, от других источников, как и требует этого закон. Вы до сих пор не предоставили информацию. Кроме того, как говорится в законе, мы не обязаны доказывать все, мы должны доказывать главное. А главным является то, что в этой публикации служба государственной безопасности заявила о том, что вы распространили недостоверную информацию. Именно это является главным в этой публикации. А уже потом идет мнение службы государственной безопасности о том, что возможно, потому что вам было отказано, но это не важно. Пожалуйста, вас никто не перебивал. Вас никто не перебивал. Выслушайте, пожалуйста. Секундочку. Вы распространили информацию о том, что в службе государственной безопасности переполох, что сняты люди, что граница открыта. Именно эта служба государственной безопасности сочла информацию, которая предоставляет угрозу нашей стране. Потому что вы в своей публикации именно это написали. Понимаете, вас никто не обвинял, что вы работаете на Грузию. Но именно эта информация, и еще раз мы это повторяем, именно эта информация о том, информация, распространенная в вашей статье в государственной службе переполох, кадровых перестановках, именно эта информация наносит урон нашему государству. Именно поэтому, я извиняюсь, у нас единственный сосед, Грузия, которая... Низвада Рисмановна, не перебивайте, пожалуйста. Не перебивайте. Нашей страны. Для нашей страны несколько. Низвада Рисмановна, я вас Если для вас предупреждаю. Грузия стратегический партнер, давайте Я вас запишем это предупреждаю, по протоколу. пожалуйста. Для Республики Абхазия стратегическим партнером является Российская Федерация, а страной, которая несет угрозу нашей стране, является Грузия. И вот эта информация, ложная, не соответствующая действительности, которую вы распространили в своей статье, была предметом обсуждения вот этой публикации. Поэтому не передергивайте, не надо на прессу сообщать опять вот эти вещи, которые... А более того, в открытом судебном заседании вы говорили о том, что вы в Грузию ездите. Для вас это не является чем-то таким. Секундочку. Да, ездили. Секундочку. Вы в Грузию ездили. Информация о том, что вы ездили в Грузию, не является чем-то таким, которое А что вы для в вас закрытом является... режиме представляли, если она не является чем-то таким? Вы об этом говорили, Фрида Аркадьевна, пожалуйста, не вступайте все в перепалку, иначе я объявлю перерыв, и будете на перерыве о том, что вы ездили, и сведения о том, что вы хотели поехать, вообще Я не никак хотела. Фрида Аркадьевна. Это не имеет значения для этого, для этой публикации, для СГБ. Грузии вы меня именно так слепили, вы по-другому не могли Но это вы сделать. не предоставили Я что никаких предоставила, доказательств, ваше а дело. то, что это... Вы меня с Грузией именно ваша вот честь, так Фрида Аркадьевна, все, спасибо большое. Спасибо большое. Я себе позволю. Нет, изменить. А, да, изменить. Да, у Павловна, причем мнение есть. Уважаемый суд, уважаемый истец, хочу один момент уточнить. В абзаце 2 публикации содержится следующее, цитирую, да, буквально, как там написано. Автором публикации является гражданка Ашта Нисвада Исмайловна, которая некоторое время назад получила обоснованный отказ на право очередного выезда в Грузию. То есть дословно, да, очередного. Ну, по поводу очередного, это да, все. Обоснованно То есть, отказ. Секундочку. Уважаемый суд, здесь написано, что Нисвада Исмайловна получила личный отказ. Здесь не написано, что она лично обращалась. Здесь констатация самого факта, что Нисвада Исмайловна получила отказ. То, что... Я не обращалась, вы сами свидетеля привели, не обращалась. Как я могла Судебное заседание. Как вы слепили меня, вот так же вы слепили Суд меня. объявляет перерыв.
перерыв. Теперь Как вы меня вы объединили с можете Грузией? драться, что У нас хотите вот люди с делайте. Грузией работают, и у вас Пожалуйста. вопросов нет. Аполлон, Вы меня тут подождите. слепили. Давайте, Если вы написали берите. не соответствует действительности, Пожалуйста. какие вопросы? Мы бы с вами разобрались бы, что соответствовало, что нет. Судебное заседание считается продолженным. Переходим к заявленному ходатайству, которое было заявлено Службой государственной безопасности. Реплику не договорил, мы на перерыв ушли. Ну давай. Нет, он не договорил. Мы на перерыв ушли. Ну он договорил, по Если мне. договорил, да. Договорил, он договорил. Данное ходатайство, заявленное Службой государственной безопасности Республики Абхазия, является преждевременным в связи с тем, что судебное следствие пока не окончено. Далее, уважаемые участники процесса, принимая во внимание положение статьи 152 Гражданского кодекса Республики Абхазия, суды при разрешении споров о защите чести, достоинства и деловой репутации должны обеспечить равноправие между правом граждан на защиту чести, достоинства и деловой репутации, с одной стороны, и иными гарантированными Конституцией Республики Абхазия правами и свободами, свободой мысли, слова, массовой информации с другой стороны. Оценка фактов, относящихся к делу о распространении той или иной информации, исходя из значимости в жизни общества права на свободу мысли, предполагает необходимость при рассмотрении дела судом использования специальных знаний. В силу части 1 статьи 77 Гражданского процессуального кодекса Республики Абхазия при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях наук, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Определение характера распространенной информации для отнесения этой информации к утверждениям о фактах, к оценочным суждениям, мнениям, убеждениям требует специальных знаний в области лингвистики. В связи с изложенным, без предварительного установления характера распространенной информации, рассмотрение данного дела не представляется возможным по следующим основаниям. Так как при рассмотрении дела о защите чести и достоинства одним из юридических значимых обстоятельств, подлежащих установлению, является характер распространенной информации. Дай мне очки, пожалуйста. Уважаемый суд, я заявляю вам отвод. Я прерываю вас, я заявляю вам Секундочку. отвод. Нет, Для установления того... я заявляю вам отвод в связи с тем, что вы пытаетесь предрешить исход дела. Секундочку. Я заявляю вам отвод за то, что вы неоднократно нарушаете мои права. Так. Вы не даете мне предоставить доказательства. И в таком полуобрезанном виде вы направляете дело на лингвистическую экспертизу. Накануне со мной от вашего лица пытались провести переговоры по поводу лингвистической экспертизы, Белла Константиновна. Я надеялась, что у вас хватило хотя бы соблюсти видимость законности, Так, поэтому я вам заявляю, не надо читать, что я вам заявляю, Белла Константиновна. Я вам заявляю, вот, после этого... В связи с нарушением статьи 156 Еще раз, я вам Гражданского процессуального кодекса Республики Абхазия суд удаляется в совещательную комнату для вынесения определения о процессуальных мерах принуждения в отношении Нисвы Дарисмановны. Никаких проблем, у вас отвод, вы не можете это сейчас сделать, запомните это. Ваш закон не Нисва придумала, Нисва Дарисмановна, перебивать суд нет необходимости. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения определения. Секундочку. Извините. Так написано в законе. Пожалуйста, отметьте в протоколе, что Конечно. У нас аудиозапись ведется. истица Аршба Нисва Дарисмановна, перебивая председательствующего, перебивая, нарушив меры процессуального принуждения, да, заявила вам отвод. В связи перебивая с вашей заинтересованностью председателя. в исходе дела. Так, порядок.
по отвлеканию интересов СББ с согласованной позицией заявила отвод хотя бы сделайте это, председательствующий, хотя бы. в связи с чем Не направляйте суд удаляется в совещательную комнату для вынесения определения. А то, что отвод заявлен, это не слышит судья. Так. Я понимаю, что вам кровь бизнесу надо решение Так, вынести, дальше. но я вам заявила отвод. В связи с тем, что вы предрешаете исход дела, игнорируя мои все Можете права. записать все, речь не с Федарисманом. Она Все записывается, удаляем. она меня диктофон слышит. Все удаляемся. Любое. Оглашается определение. Сухумский городской суд в составе председательствующих Хасая при помощнике судьи Родины с участием истца Аршба, представителя истца Аршба Шенкау, действующего по доверенности, представителя ответчика Жвани, действующего по доверенности номер 11 11.01.2026 года, адвоката СГБ Республики Абхазия Лазба, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Аршба Нисвы Дарисмановны к службе государственной безопасности Республики Абхазия. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований Министерства финансов Республики Абхазия о защите чести, достоинства деловой репутации и компенсации морального вреда. Установил, Аршба Нисва Дарисмановна обратилась в суд с исковым заявлением к службе государственной безопасности Республики Абхазия о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда. 10.02.26 года в судебном заседании истец Аршба Нисва Дарисмановна своими действиями нарушила установленный порядок в зале судебного заседания, проявила неуважение к суду, на неоднократные замечания судьи не реагировала. В соответствии с частью 2 статьи 104 пункта 5 Гражданского процессуального кодекса Республики Абхазия суд вправе наложить судебный штраф на лиц, участвующих в гражданском деле, и иных присутствующих в зале судебного заседания лиц за проявление ими неуважения к суду. На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 104 пункта 5 ГПК Республики Абхазия, суд определил Аршба Нисву Дарисмановну, проживающую по адресу Республики Абхазия, улица Хварцкая, дом 55, подвергнуть штрафу в размере 200 МРОТ, то есть 12 тысяч рублей в доход государства. Копию определения направить сторонам. На определение может быть подана частная жалоба в кассационную коллегию по гражданским делам Верховного суда Республики Абхазия через Сухумский городской суд в течение 20 дней со дня получения лицом, на который наложен судебный штраф, копии определения. Далее. В связи с заявленным отводом председательствующей Хасая Бели Константиновны судебное заседание объявляется отложенным. О дате и времени судебного заседания стороны будут уведомлены надлежащим образом.